Турфан, Уйгурская автономия. 42 градуса северной широты. Здесь выпадает меньше 20 мм дождя в год. Но именно тут рождается чудо Китая – Дыня Хами. Пока южные фрукты борются с дождем, эта земля использует экстремальный солнечный свет, ветер и песок и делает вкус дыни уникальным. 4000 лет назад предки уйгуров посадили в Турфане первую дыню. Дынная кожура, обнаружена в Дунхуане в времен династии Хан, подтверждает, что караваны возили дыню в Чиньян, а название дыня Хамигуа появилось в 1699 году, данное императором Канцей в честь уйгурского ханства Хами. С тех пор уйгурское слово «хами» стало китайским «сладость». Солнце – это алчный охотник за сахаром. Здесь 15 часов солнца в день, больше, чем где-либо. Эффективность фотосинтеза вдвое выше. Перепад температур 20 градусов – это сахарная настройка. Солнце накапливает сахар, а холодная ночь, как холодильник, сохраняет его в мякоти. Влажные регионы так не могут. Мало перепада температур, много дождей. И дождь разбавляет сладость. Солончаковые почвы Гоби кажутся бедными. Но они богаты минералами, такие как кальций и калий. Они создают особый аромат дыни. В генерации уникальных липидных ароматических веществ чиншанская талая вода несет микроэлементы, включает вкус. Мускусная дыня Турфана сладкая с ароматом меда. Это такое сочетание вкуса, которое невозможно воспроизвести. В прежние времена караваны с данью не уступали помпезности императорских шествий. Раньше дыня была данью императора, а сегодня – народный десерт. В 1955 году ученая Уминшу приехала в Синьцзян искать старинные сорта. Она собрала 112 образцов и создала первый генофонд дынь в Китае. Сорта «Красное сердце», «Желтая груша» и другие десятилетиями удерживали лидирующие позиции на гонконгском рынке. Сезон созревания дыни начинается в июле и доставляет 2 миллиона тонн свежей дыни по всей стране. Электронная коммерция заказывает до 10 тысяч за 3 секунды. Дан императору теперь национальный десерт. Потребление уйгурских дынь в Китае подскочило со 100 грамм на китайца в 50 году до уровня свободы есть дыни сколько угодно. Эта охотница за дынями за 62 года вывела из Синьцзяна более 30 сортов. Зимой новые сорты дынь размножают на Хайнане, а летом – тестирование в Синьцзяне. Ее ученики использовали материал из Синьцзяна для создания более 500 новых видов. Генетика ускоряет селекцию с 10 до 3 лет. База данных вывела 187 ароматических компонентов. Ученые регулируют липиды с помощью редактирования генов. Уйгурская дыня сохраняет старый вкус. Новое поколение использует интеллектуальную систему капельного орошения, интегрированной с водой и удобрениями. От Дани императору Канци и караванов до современной логистики. Сладость хамидыня – преемственность уйгурской цивилизации. Это культура, которую уйгуры всю жизнь сохраняла. Когда мы в кондиционированной комнате откусываем дольку дыни. Помните, эта сладость рождается в невероятно жарком климате пустыни Гоби.